Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24, программа «Один из нас», который вот уже много лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня один из нас не то что превращается, он и является жителем 203-го микрорайона, совершенно нового микрорайона, с определенными особенностями архитектуры, скажем так, планирования. И мои гости... Это прежде всего коллега по общественной палате, в недавнем прошлом один из участников общественной палаты города Якутска, Наталья Луковцева. Здравствуйте. Ну и как председатель родительского совета 203-го микрорайона еще. Правильно, да? И руководитель самого модернового, скажем так, общеобразовательного учреждения Центр глобального образования. Это одна из гордостей 203-го микрорайона, образовательное учреждение, которое было построено буквально год назад, введено, и, как показало себя, пользуется огромным спросом у родителей не только 203-го микрорайона, и об этом мы сегодня и поговорим. Дело в том, что на прошлой неделе, я не говорю, что вот Наталья Викторовна инициировала, это были совершенно другие родители, которым просто надоело, скажем так, быть в роли жертвы системы. Да? Обрисую вкратце. Освоение 203-го микрорайона началось где-то в 2014 году, согласны, да? В 2016-2017 годах люди начали получать жилые площади, которые они выкупили или в ипотеку, или своими средствами с 2016 года. И остро очень возник, как и везде по центру города. Я не говорю, что это вопрос только 203-го. И то, что в 203-м упускаются какие-то моменты муниципалитетом, что там не хватает общества. Как и везде встал вопрос нехватки, скажем так, мест для первоклашек. Ситуация, которая остро была поставлена на ребро, скажем так, родителями, выглядела таким образом. У меня прописка 2017 года. Есть родитель, который захотел отдать ребенка в одно из образовательных учреждений 203-го. Либо Центр глобального образования, руководитель которого сегодня у нас в гостях, либо это АИК-ГАТА. АИК-ГАТА, понятно, там отдельная программа на якутском языке. Это конституционное право, скажем так, чтобы дети учились. И руководство школы делает все возможное, чтобы как-то лавировать, скажем так. Да? В этом отношении ЦГО является более унифицированным образовательным учреждением, которое ничем не отличается от школы в Новосибирске, в Казани, либо в Москве. Да? Почему так остро встал все-таки вопрос? Ваше видение как руководителя общественного учреждения. Давайте вот джентльмен вперед. Добрый день, коллеги. Значит, меня зовут Чудиновский Александр Владимирович. Действительно, я являюсь директором гимназии Центра глобального образования. Что касается нашего вопроса, то мы уже даже смеемся с родителями первоклассников, потому что мы встречаемся с ними не 1 сентября на линейке, а немного раньше. Это происходит после 30 июня, уже 1 июля. Мы все встречаемся на определенных собраниях и решаем по открытии, дополнительных классов. Действительно, проблема она есть, но она решаемая проблема. И дело в том, что на сегодняшний день эта проблема решена, и открыты дополнительные классы на базе другого образовательного учреждения, тоже в 203-м микрорайоне, и все первоклассники, они зачислены на свободные вакантные места. Вот. Точечное решение принято. Точечное решение на сегодняшний год принято. На следующий год тоже имеется решение уже. И на сегодняшний день, заложено точнее не заложено, уже серьезно обсуждается вопрос о том, чтобы построить дополнительное здание для начальной школы на количество от 8-10 где-то кабинетов, что на сегодняшний день есть, так скажем, видение того, что это закроет проблему, и она уже не будет присутствовать в 203-м микрорайоне.
Это точка зрения, еще раз говорю, точка зрения руководителя одного из образовательных учреждений, которое базируется в 203 микрорайоне. Наталья Викторовна, давайте вот мы как соседи, как жители 203-го, давайте мы посмотрим на проблему не только в плане нехватки мест для первоклашек. Давайте мы воспарим над ситуацией, попытаемся обрисовать ситуацию, скажем так, с точки зрения горожанина. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемая студия. Я благодарю за приглашение и за тот актуальный вопрос, который сегодня обсуждается. Потому что действительно проблема нехватки школьных мест, она актуальна для любого родителя и для жителей 203 микрорайона, ну, как показывает наша жизнь, особенно. Этот вопрос мы ставим с 2016 года. Я являюсь председателем Совета старост 203 микрорайона. Это актив, который был создан как раз-таки вот по проблеме нехватки школьного вопроса. И являюсь председателем родительского комитета гимназии вот, Центра глобального образования. И мы, как старосты, конечно, знаем эту проблему изнутри, как жители. Мы общаемся с нашими жителями непосредственно ежедневно. И проблема очень острая. То есть любой родитель, он заинтересован дать доступное образование по территории проживания. Проблема, почему такая острая? Я думаю, во-первых, проектная мощность нашего микрорайона 17,5 тысяч населения. И практически вот сейчас у нас получается гимназия на 360 мест, в которой уже сейчас обучается почти 1400 на 1 сентября. детей. То есть уже увеличена проектная мощность гимназии в 3-4 раза. Поэтому, естественно, есть такой спрос, и тут даже не обсуждается программы, качество образования, просто элементарная нехватка школьных мест. Угу. Давайте мы еще раз. Дело в том, что я и в бытности на должности одного из участников общественной палаты, я говорил, давайте мы, если добрым словом не удается, то можно же применить милицейский жезл. Не кольт, а милицейский жезл. Да? В чем вопрос? Из 203-го микрорайона в учебном году возможно выехать либо до 8 часов утра, либо после 9 часов 15 минут. Опять же утро. Все остальное время вы рискуете просидеть в пробке по одной вот этой горловине, которая называется улица Сорна-Амолона. Единственное. Потому что так называемая улица Ефимова, которая, по сути, географически, физически это второй выезд, это не дорога общего пользования, это гидротехническое сооружение, грубо говоря, дамба, по которой ездят машины. Соответственно, там очень много раз мы от муниципалитета слышим, что нужно организовать выезд, который требует переноса вот этого теплопункта уважаемого Якутскэнерго. Якутскэнерго, видимо, считает определенные деньги, и вот этот вопрос, он варьируется. И получается, что все служащие, все работники, предприниматели, кто угодно, которые пользуются личным транспортом, не только личным. Общественный транспорт, он страдает также. То есть вот этот 17-й, он идет, и также стоит в пробке. Абсолютно вот этот момент, он говорит о том, это же не весь 203-й выезжает. Это, скажем так, на 60% те люди на личном автотранспорте, которые привозят детей в школу. Вы согласны с этим? Нет, мы с этим полностью не согласны, потому что... Разубедите меня. Нет, что касается нашего учреждения, да, Угу. мы говорим, во-первых, там очень много частных дополнительных учреждений, вы сами прекрасно знаете, 203 пользуются спросом, потому что сейчас, конечно, можно это интерпретировать, что только к нам приезжают, и только от нас эта пробка стоит. Там еще куча детских садиков. Дело в том, что был проведен у нас и анализ, и по приемке, у нас 87% это жители 203 микрорайона. 87%. 87%. Ну, это естественно, да, многие скажут, а почему 87, а откуда 13 тогда вот эти появились? Дело в том, что закон Российской Федерации, 458 постановление и 273 ФЗ, 67 статья, дает право родителям с других районов поступать в любое образовательное учреждение по городу, вот, по муниципалитету. И это льготная когда категория? у нас
Не, вот послушайте, я договорю. Значит, и когда у нас по 203 микрорайону, я говорю про тот год, потому что мы уже комплектовать другие классы не можем, только при наличии вакантных мест. По тому году, когда у нас закомплектовались все классы и остались свободные места, то, конечно, было зачисление с других районов по наличию этих вакантных мест и по заявлениям. Мы не имеем права отказать. 3 дня нам дано, согласно административному регламенту муниципальному, для того, чтобы зачислить детей. Все. Тут вопрос простой. А согласно 67 статье 273 ФЗ, они пользуются, естественно, родители пользуются тем правом, что у вас есть свободные места, вы обязаны зачислить моего ребенка. У нас были и такие из других районов, которые приходили чуть ли не с адвокатом. Из 203-го микрорайона то же самое. Здесь, честно говоря, мое видение такое, что у нас федеральное законодательство, на федеральном уровне определенные пункты закона, они не совпадают с социокультурной демографической ситуацией, которая происходит у нас на 203-м микрорайоне в городе Якутске. Это касается, допустим, временных прописок. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день не существует механизма для того, чтобы определить, действительно ли проживает ребенок там. Мы ничего не можем сделать, это вторжение в частную собственность. Все. А закон регламентирует временная прописка, все, это значит основание для того, чтобы ребенок должен быть зачислен. Чуть ли не в глаза родители могут сказать, ну мы вот временно прописались. Это сложно. Есть же административная комиссия. Муниципалитет обладает рядом полномочий, про которые может и сам муниципалитет не знать просто. О том, чтобы, допустим, по крайней мере, институт прописки, я согласен, никто не отменял же, да, Александр? Не, я сейчас вам объясню. В 458 постановлении, в 20 или 22 статье, точно не могу сейчас сказать, 20 или 22 статья, действительно там указано то, что образовательное учреждение, не муниципальный орган образования, образовательное учреждение, куда зачисляются у нас, значит, желающие, может провести проверку с привлечением органов различных ведомств. В том числе паспортного стола, да? В том числе паспортная стола. Но когда мы начинаем эту проверку, точнее, и юристы, и наши, так скажем, эксперты, они говорят, что справка о том, что у человека временная прописка, является основанием для того, чтобы зачислить его в учреждение. И прийти туда с корочкой и проверить квартиру нет оснований для того, чтобы проверить, есть ли кровать у ребенка, есть ли компьютер, на каком основании он там прописан. Понимаете? Может, он живет на даче на Сергеляхе, приезжает туда там на чай попить и все. Как быть-то, коллеги? Ну никак. А как мы будем? Строить учреждения? Сейчас один выход только. Для этого выделяются огромные средства. И вы знаете, ни для кого не секрет, что постройка одного учреждения – это в среднем почти 1 миллиард рублей. Вот наша, допустим, тоже. Оно под 1 миллиард стоит. Ну, если вот не будет порядка все-таки в этом вопросе, то, я думаю, есть опасность, что просто будет необходимость строить хоть 10 школ, даже не хватит, потому что все будут прописываться временно. И каждый год открывать дополнительные классы – это тоже не решение. Поэтому это вопрос очень такой опасный. Мы, когда начали зачисление, практически в это же время у нас ратифицировали статью 54 Семейного кодекса о том, что все братья и сестры должны учиться там же, где и проживают их близкие родственники, точнее, там же, где и учатся их близкие родственники, независимо от прописки. Если мы, допустим, возьмем даже преимущественное право точнее, внеочередное право для сотрудников внутренних дел, то там требуется прописка. Вы как сотрудник, вы не можете взять и выбрать любое учреждение по муниципалитету. Только по району, где есть закрепленная территория, и только имеющаяся там прописка, причем ребенок должен прописан быть с родителями. Что касается, допустим, братьев и сестер, то до недавнего времени у нас еще появилось, точнее, недавно появилось еще дополнение к этому закону. Это неполнорожденные братья и сестры. Соответственно, это еще усугубило проблемы на такие районы, вот как наше учреждение, как мы знаем, что и в других, в Сайсарском округе точно такая же ситуация. И сейчас, просто разные районы по-разному на это реагируют. И родители, в принципе, как основные участники образовательных отношений, а их всего 3, это ученик, педагог и родитель, они имеют полное право на основании Конституции заявлять о своих, так скажем, конституционных правах. Что и было сделано. На что муниципалитет, еще раз я подчеркну, я смотрю даже другие муниципалитеты, я изучал и практику Екатеринбурга в этом вопросе, у них точно так же. У нас очень лояльная власть.
и идет на диалог с родителями, даже не на полноценный диалог, а вот заявление и требование удовлетворено. Честно говоря, вот в этом вопросе здесь, в одночасье найдены средства и строится школа, это тоже, так скажем, мы-то этого и ждем, честно говоря. Да, действительно, я подтверждаю слова. Есть диалог с окружной администрацией, с муниципальной властью, с республиканской. И строительство вот очень скоро, как раз таки гимназии тоже, это решение, которое было принято очень срочно, и оно удовлетворило тот социальный запрос, который есть у населения. Но в то же время я вот с некоторыми позициями не соглашусь, что какой-то район там реагирует определенно и так далее. Абсолютно нет. Тут нет никакой элитарности или предвзятости у нашего микрорайона. Просто проблема очень острая. Микрорайон очень густо населен, крупный микрорайон, поэтому и есть очень большие проблемы вот с выездами, с доступностью вот транспортной схемы. Поэтому права жителей тоже должны обязательно быть учтены. Мы же все говорим очень много о комфортной городской среде. И вот как раз-таки доступность вот трафика и транспорта, она тоже должна быть. И я считаю, что это не дело каждое утро стоять в пробках. И даже по пожарной безопасности это может быть опасно для проезда спецтранспорта. Поэтому и наши вот климатические условия, да, я считаю, что ребенок должен обучаться по территории проживания, потому что бывали случаи, когда приезжают дети, отправляют одних с пересадками на автобусе, потом пропадают, теряются. Да. Возят неизвестно куда. Да, скажем, и вот мы вот все волнуемся, волонтеры, ищем, но это в зимнее время даже может быть просто опасно. У нас вообще планировка. Я согласен с тем, что с Александром Владимировичем, что это не только проблема 203-го. Да, еще раз, я приведу в пример классическую городскую гимназию, да, это Кулаковского. Я приведу в пример 17-ю школу, 5-ю школу. Да. Все школы, 26-я школа, все школы в центре города, они перенаселены, скажем так, переполнены. И здесь вот реально, вот, хоть 10 школ построено, все равно будет вот такое вот положение вещей. Я вернусь к цифрам. 87% местных жителей, то есть прописанных конкретно, то есть жителей 203-го, и 13, скажем так, извне. Угу. Мы же забываем еще одну категорию, которую вот вы упомянули. Это работники силовых структур, МЧС и прочего, которые по льготному порядку отдают своих детей в образовательные учреждения. Согласны с этим, да? Конечно. Угу. И есть еще льготные категории. Мы не забываем об этом. То есть это не прихоть того, что Марфа Ивановна, допустим, проживающая на Сергеляцком шоссе, там километр такой-то, она сказала: нет, мой ребенок пойдет обязательно в ЦГО там, или в АИКГТ и возит каждое утро на Лексусе за 3-9 земель, получается. Да? Не только. Есть еще проблема такого плана, что вот мы помним 5-6 лет тому назад остро стоял вопрос с АИКГТ. Вопрос достаточно, еще раз говорю, политизирован. Построили не национальную школу, которая отвечает, скажем так, для большинства населения, в том числе русскоязычного. Да? Вопрос как бы снимается. Я очень уважаю Лидию Петровну, восхищаюсь просто вот той деятельностью АИКГТ, которая проходит. И появляется отдушина, скажем так, просто пристально посмотреть ЦГО. Поэтому я, еще раз говорю, попросил вас участвовать. Как человек со свежим взглядом, вы второй год, получается, возглавляете это учреждение. Кстати, очень классное учреждение. Но не без нюансов. С точки зрения жителей, да, вот там проезды внутриквартальные очень узкие. Да, и вот эта миграция детей, куда-нибудь сходить в магазинчик там, и так далее, создает препоны для трафика уже внутри квартала. То есть я с ужасом ожидаю, что там случится что-либо. Как мы будем реагировать? Вот эти вот вещи, да? Чем 203-й так медом намазан, что все ездят вот, откуда? Я не говорю, это
ну, 203 стоит на особом месте. Наталья Викторовна. Ну, наверное, да. Отсутствием высоких подъездов, ну, я по центру тоже нет подъездов. Ну, да, действительно, наш микрорайон... Чем он популярен? Ну, так исторически сложилось, что у нас сложилась своя экосреда, аутентичность. Да, вот мы, как актив микрорайона, пропагандируем традиции добрососедства, ведем активную общественную жизнь в микрорайоне. И, может быть, наши мероприятия тоже сыграли в этом свою роль, те, которые мы проводим для нашего населения. Жизнь у нас кипит, и у нас очень много молодых семей, много многодетных семей, все активно участвуют вот в наших и спортивных мероприятиях, и культурных, и озеленительных. Думаю, это в какой-то степени повышает привлекательность нашего микрорайона в том числе. Ну, это же хорошо. Это хорошо. Но да. я не думаю, что Марфа Ивановна, которая страдает в заперти чуть ли не в своем коттедже, да, по Сергеляцкому шоссе, она, устроив ребенка именно, допустим, там в АИК-отеле в Цегло или там детский сад «Звездочка», там, или что угодно, да, она будет себя считать причастным к общественно-социальной жизни 203-го микрорайона. Ну, наверное, привлекает новизна, новые социальные объекты. Правильно, все то же самое, что мы видели 3 года тому назад, когда открылась международная арктическая школа, да, и огромная масса родителей вознамерилась абсолютно таким несгибаемым желанием устроить ребенка именно в международную арктическую школу. До этого у нас были истории с 17-й школой, до этого у нас были истории с ЕГНГ, до этого у нас были истории с 5-й школой и так далее. То есть это очередной виток истории. Да. Открывается просто новое, модное. Да. Здесь... Ага, Этого мы как раз и боялись, вот когда вообще вот история, да, гимназии, эта школа ведь получается для нас просто вымаленная. Мы очень долго ее ставили долго этот вопрос, ждали, и уже тогда боялись, когда вот узнали название, да, такое громкое, интересное, что это будет обязательно привлекать остальных горожан, и будет какой-то ажиотаж, и действительно так и получилось. Но мы, например, как жители, хотели обычную общеобразовательную школу. То есть Школа номер 37, допустим. Да, не все ведь хотят или могут обучаться в гимназии. Я думаю, что нужна еще 3-я школа, обычная, с обычной программой, не обязательно какая-то гимназическая, и именно для населения 203-го микрорайона. А чем гимназия отличается от МБО СУШ? Честно говоря, там отличие только в углубленном изучении отдельных предметов. Если, допустим, мы видим СОЖ там, номер 5 с изучением с углубленным изучением отдельных предметов, то в гимназии все параллели и все классы с углубленным изучением этих предметов. В данном случае вот в гимназии это английский язык и математика. Но по нагрузке мы не завышаем определенные требования, потому что дело в том, что углубление в предметы – это не так плохо. Весь вопрос всегда в гимназиях и лицеях в требованиях. Как выставляются оценки, возможно ли получить вообще 5 у этого преподавателя. Вот здесь мы работаем. Мы здесь работаем именно как раз-таки в рамках социального требования, социального заказа, который у нас присутствует. Поэтому у нас нет отчислений детей из-за того, что невозможно осилить какую-то программу. Мы используем другие методы по отбору одаренных, так скажем, детей и по отбору даже не одаренных, сейчас по-другому немножко говорят, сейчас скажу, способных детей. Мы их проводим отбор внутри контингента уже сформировавшегося. Точно так же прекрасно себя чувствует СПЛ. Это тоже в районе находится лицей, который учится и поступают дети по прописке. И точно так же у них углубленное изучение идет отдельных предметов в классах. И отбор идет внутри контингента сформировавшегося. Это наша модель. И, возможно, это даже, так скажем, не только наша модель, там и Казань, и Новосибирск, там, где есть переполнение точно так же в классах. Поэтому, и дело в том, что приятно, когда в аттестате у человека, будучи абитуриентом в Москве, будет надпись «Гимназия», да еще и Центр глобального образования. Это тоже есть своего рода такой плюс. Нет, это вложение, это инвестиция определенная в будущее своих детей. Я родителей отлично понимаю, будучи сам родителем, да? Но вы упомянули коллег своих в Екатеринбурге, да, Александр Владимирович?
Там что, Точно так ваш же, да? коллега, который является руководителем, ну, допустим, такого же образовательного учреждения, он может сказать, у государства нет денег для того, чтобы построить отдельное, еще одно дополнительное здание, поэтому ваше заявление подсукнут, Но да? это же не есть хорошо. Нет, есть такие, да? Вы говорите, более жесткая такая реакция. Конечно, есть разные примеры, потому что дело в том, что вот даже вы упоминали там центральные школы, в которых у нас, так скажем, добор, точнее не добор, а количество детей уже зашкаливает все определенные нормы и уровни. Но это дело в том, что проблема-то федеральная. И в крупных городах, куда едут и наши якутяне, и Красноярск, и вот в Санкт-Петербурге более-менее получше. Вот я знаю, там в новых районах там сразу 5 школ закладывают, сразу же. Вот. И там прям на выбор родителям. Потом работают с застройщиками, там тоже проблема. Госрегистрацию проходит на двухкомнатной, трехкомнатной квартире, потом откуда-то однушки появляются. Это тоже отдельное звено. Вот. И поэтому проблема существует. Откройте новостную ленту. СМИ активно работает со школьным образованием, особенно и у нас в городе, и вы знаете, вот эта вот проблема там зарплат директоров и тому подобное. Но если вы посмотрите, то этим способом пользуются многие СМИ, которые хотят поднять себе рейтинг. И точно так же, конечно, можно придраться, там, знаете, за такие выражения, как «тройка лидеров» и тому подобное. Это чистой воды манипулирование общественного сознания с целью создания определенного имиджа школьной системы образования или вообще образования в общем по республике или по городу Якутску. Но честно говоря, конечно, нам после того, как мы уже добились, так скажем, здания, и оно у нас будет, мы будем уже работать для того, чтобы привить детям высокие, так скажем, умения и навыки, которые необходимы в нашем обществе. Тогда мы не будем сталкиваться с теми проблемами, которые на сегодняшний день существуют и которые решаются вот таким вот образом, так скажем, при огромном количестве массы людей и которые испытывают, так скажем, не самые лучшие эмоции. И когда мы первый год открывались, помните, Наталья Викторовна, да? Я всем родителям первоклассников и других говорил, главное сейчас создать правильную репутацию учреждения у ребенка. Он должен приходить в тот дом, где ему рады, и тот дом, который он будет любить, учебный дом. Вот это важно. А мы, конечно, мы так 100 лет еще можем только про материальные вещи говорить. Но это же базовые потребности. Родителей тоже можно понять. Если бы были в достаточном количестве школьные места, я думаю, таких бы ситуаций вообще бы не возникало. Остро. Это, конечно, да, и понятно. педагог был бы больше педагогом, нежели Совершенно администратор. верно. Да. Вот педагоги страдают в этом, потому что школа является местом, на котором, там, скажем, некоторые свои амбиции, некоторые люди решают свои амбиции. Мы не будем говорить, кто и какие, но дело в том, что школа – это совсем другое место. И нужно уже, так скажем, взять другой вектор развития, более цивилизованный, немножко отойти от этих моментов. Причем я говорю об обществе в общем и целом. Правильно. Все Есть его же, уровни. скажем так, вечные тренды, на которых можно постоянно, скажем, эксплуатировать определенные Конечно. какие-то инфоповоды. То есть Легко и просто. люди жрут, извиняюсь, мрут и ходят в туалет на постоянной основе. Да? То есть на этом можно делать вечный бизнес. Да, И информационный в том числе. конечно. Согласны, да? Я на самом деле благодарю очень за определенное мужество. Да? Вот вы не только педагог, вы еще и администратор. Давайте вы еще раз возьмем сектор администрирования. Приходят к вам два родителя. Один говорит, я прописан с 17 года, показывает прописку. Второй говорит, я прописана тоже, просто прописана, вот на 203-м. Показывает прописку февралем нынешнего года. Кому вы отдадите предпочтение? Один пришел в 12:00, другой в 12:05. Все, мы Кто с первым, тот и уже папа, да? начали диалог вести. Все. Другой, к сожалению, пункт 4, 67 статья 273 ФЗ, отказ в связи с недостаточным вакантных мест. Это и послужило триггером, скажем, вот, того обращения родителей. Остается только констатировать вот это. Но, тем не менее, мы вели очень, так скажем, культурный, интеллигентный диалог. Не, я Объясняли в этом родителям. абсолютно не сомневаюсь. Нет, это абсолютно законное право любого родителя обучать своего ребенка по месту своего проживания, поэтому я не считаю, что это как-то вот информационно как-то раздуто. Просто на самом деле реально существует такая проблема нехватки школьных мест. И такой же острый вопрос на самом деле стоит и с медицинским обеспечением.
на 203. То есть у нас нет поликлиники. Это базовые потребности любого человека: образование, медицина, то есть социальная часть, которая и составляет нашу жизнь. Наталья Викторовна, РФА, проектируя 203, если бы заложила не 2 образовательных учреждения, общеобразовательных учреждения, а, скажем, 4, да, проблем было бы меньше, да? То есть как в новостройках Санкт-Петербурга. Естественно, конечно, это... Мы нашли крайнего. Ну, конечно, микрорайон, который отстроен с нуля, было бы желательно, если бы вот социальная часть, она была бы предусмотрена заранее, потому что проектная мощность, я еще раз повторюсь, да, на 17,5 тысяч населения, и построить школу на 360 мест, это просто катастрофически мало. Поэтому... Но зато там есть абсолютно новые торговые центры, даже несколько. Один из них Синетовский, по-моему. Торговые центры тоже нужны, но в первую очередь, конечно, школы, детские сады, поликлиника. И хочется, чтобы новые жилые квартала, которые будут тоже далее построены, чтобы они строились с учетом ошибок нашего микрорайона. Угу. Вы как председатель Старостата. И старостата, и родительского комитета. Вот как это точечное решение, про которое Александр Владимирович говорил, да и все горожане знают. То есть муниципалитет, скажем так, клятвенно обещал, что не обещал, а принял решение и поставил на проработку вопрос о строительстве еще одного пристроя к ЦГУ. Я так понимаю. Да, совершенно верно. То есть не принято решение, а прорабатывается. Вот как вы отнеслись к данному решению? Насколько оно справедливо? Естественно, положительно. В первую очередь удовлетворен тот социальный запрос родителей первоклассников в этом году, да, открыть дополнительные места. Но в то же время, естественно, школа тоже не резиновая, то есть это тоже не выход, это просто точечное закрывание, латание дыр, потому что классы переполнены. Например, в нашем классе обучается 40 детей, то есть грубо урок длится 40 минут, это по 1 минуте внимания педагога на ребенка получается. Естественно, тоже страдает качество образования. Нужны системные решения вопросов и строительства. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы это была большая общеобразовательная школа. Обычная такая. Да, обычная, большая. Но с учетом реалий, да, которые существует, то строительство дополнительного пристроя, это тоже волевое решение главы нашего города. И, естественно, мы рады, что руководство города нас слышит, жителей, и старается решать эти вопросы. Не секрет, будущее место дополнительного здания, где оно будет располагаться? Ведь 203 это очень специфично, полностью застроенный микрорайон. Угу. Значит... Сквер снести или как? Нет, не сквер. Есть место одно, но там идут переговоры. Угу. И все-таки давайте я пока не буду говорить о нем. Хорошо. Да. Но место есть, да? Да. Место есть, отлично, хорошо. Отойдемте, давайте немножко еще раз да и не будем отходить, потому что, еще раз говорю, вопросы родителей, которые увозят, привозят детей, это ставит и не только, на самом деле, трафик, еще раз, который... Я предлагал ГИБДД, я предлагал муниципалитету определенное время, допустим, с 8 до 9, въезд только по прописке. Можно было просто поставить, скажем так, постовых. Сейчас же они после трагедии с велосипедистом стоят на каждом перекрестке, инспектора. Можно было поставить самые эти пиковые часы и просто смотреть прописку. В принципе, по-моему, закон и о полиции, и о местном самоуправлении, в принципе, может это разрешить. Как вы к этому отнесетесь? Давайте Мы слишком хорошо живем, в семье по 3 машины. Даже без таких крайностей, хотя бы просто патрулирование, естественно, оно приветствуется, потому что трафик очень сложный, очень опасный в микрорайоне. Действительно, машин очень много. А так как это жилая зона, то дорожное движение регламентируется только знаком «жилая зона», то есть
по правилам дорожного движения невозможно установить пешеходные переходы, да, те, которые мы тоже просим не первый год. То есть трафик очень опасный. Там же и машины, и дети переходят как попало. И не все водители знают, что это жилая зона, что пешеход имеет преимущество. И каждый день мы буквально молимся и радуемся, что никакого происшествия дорожного не произошло. Но это только вопрос времени, потому что... Реально, я еще раз говорю, проезжая по Да. этому круговому центру в центре 203, просто поражаешься, скажем так, организации этого движения. Да. Вы хотели добавить, да, что-то? Здесь, конечно, что можно добавить? Если взять, допустим, опыт других стран, есть специальные люди, которые при школе работают. Между прочим, если мы возьмем США по поводу этих то там волонтерят родители. Самое интересное, правда. Они, то есть человек, которого обычно в фильме показывают в оранжевой форме, это родитель. Он приходит, одевает эту форму и выходит на пришкольную территорию, и таким образом там целый комитет родительский, они меняются. Есть разные формы, лишь бы было желание. Есть еще На работу же можно... Практика школьных автобусов в тех же... Кстати, я вам сейчас скажу, с чем оно связано. Дело в том, что есть закон, который защищает ребенка, но дело в том, что это не есть хорошо для той страны, где стреляются, и вы сами знаете, что происходит там на Западе. Но дело в том, что у них есть такой закон, что ребенок от школы до дома должен быть сопровожден учителем или на школьном автобусе. Угу. У нас этой практики нет, потому что мы все-таки... Но можно же для этих 13% предусмотреть. Что автобус, предусмотреть? Который бы, скажем так, в 7:30 заехал бы в рабочий городок, там 7:45. Здесь со мной о таких вещах точно. Я тут могу высказать только свое мнение, которое ничто не будет значить. Это в любой вопрос надо прорабатывать. Собирать комиссии, искать определенный консенсус в этом и смотреть на действительно вообще уровень этой проблемы. Настолько ли она там ярко выражена, как кажется. На самом деле, Наталья Викторовна, вопрос второго выезда с 203-го, он с какого года вы говорите? Он же включен в генплан. Да, он включен в генплан, насколько нам известно, в 2023 году. Мы реконструкцию этой улицы ждем с того момента, как проживаем в этом микрорайоне, это с 2016 года. Пока ждем. Пока ждем. Пока ждем, да. Ага. Когда он был включен в генплан? Если не ошибаюсь, позапрошлом году. Этот вопрос ставится нами не первый год, на каждой встрече и с депутатами, и с органами власти. На любой встрече мы ставим этот вопрос, потому что микрорайон практически он весь введен, заселен, все дома заселены, и иметь там 2-3 выхода для такого большого микрорайона, естественно, это очень мало. И как раз-таки реконструкция улицы Ефимова, она бы разгрузила бы тот коллапс, который мы наблюдаем по утрам и по вечерам. Потому что, это не дело, когда всего... Абсолютно не дело. Потом, самый гололед, да, там начинаются еще пупырышки, да. И шоу скольжения машин по Ефимова гаражам ниже, да, то есть, сидя там, если у вас нет полного привода, то можно быть процентов на 50 уверен в том, что с вашей машиной что-нибудь случится, потому что, это не дорога, поэтому дорожник его не содержит, и там, соответственно, покрытие начинается такое, веселое очень. Еще раз, Наталья Викторовна правильно говорит, Ефимова это еще дамба, она выходит за 20 метров до перекрестка Ярославского-Хабарова. Речь идет ведь о том, чтобы организовать полноценный перекресток Хабарова, Ярославского и Ефимова, так? Мы не дорожные специалисты, но как жители, которые ежедневно пользуются дорогой, транспортом, да, мне кажется, это было бы удобнее, если бы это был полноценный или перекресток, или
Кольцо. или кольцо, да. Но мы же еще вот говорим только вот о водителях, но мы забываем ведь и о пеших наших жителях. Они ведь тоже вынуждены ходить по этой необустроенной дамбе. Там нет освещения. В зимнее время очень опасно. Там же, например, машины ездят, и там же вот дети идут, пожилые люди идут, да, по скользкой дороге. Поэтому этот вопрос обязательно должен быть решен. Трафик, он очень большой. Ну и плюс работники, которые работают в этих учреждениях. У нас 100, в АИ КГТ тоже 100. Кто-то проживает в 203-м, но не все. У многих машин. Сейчас учителя, ни для кого не секрет, лучше стали жить. Да и слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, дай бог. Даже вот многие спорят и говорят там, вот у меня 25-27 часов, но на ставку уже столько не получается. Но на самом деле, если мы посмотрим опять же на там, опыт Европы, то там 25 часов – это ставка. У нас 18 и плюс там вот доходит, например. По нашему учреждению 88 тысяч средняя заработная плата для педагогических работников. Машины есть очень дорогие. Приезжают, любят свои авто, накрывают их Наташами, зимой оставляют. Мы нашли второго крайнего. Это педагоги, которые приезжают. Работники. Работники. Организации. Не только Да. педагоги, да? Согласен, но все-таки немножко в заключение хотелось бы позитива. Как вы взаимодействуете вот с АИ КГТ, с тем же, с управлением образования, с республиканскими, скажем так, ведомствами в части того, чтобы, ну, реально, вот, чтобы предметом гордости 203-го микрорайона стали наши общеобразовательные учреждения? Так, ну, с управлением образования это наш учредитель. Мы не можем не взаимодействовать с ним. Это назначение наших должностей, это наши финансы. Поэтому мы работаем очень, так скажем, Плодотворно, да, с управлением образования. АИ КГТ – это тоже учреждение, которое подчиняется муниципальному округу. Ну, ваши собратья же. Наши собратья, Да. мы с ними дружим. У нас есть общие программы воспитательного характера. И мы поддерживаем хорошие взаимоотношения с Лидией Петровной. И для того, чтобы создать ту среду, когда наши учащиеся, не дай бог, там нашли какую-то конфликтную ситуацию в том, что просто школы имеют разное название или находятся там на разных берегах вот этого круга. Поэтому мы взаимодействуем, у нас взаимодействует и это ученическое самоуправление, и встречи уже были, и парк мы там вместе сажали. Поэтому в этом вопросе и ведется активная работа. Вот. Как и, допустим, с нашим уважаемым родительским комитетом. Недавно мы организовали мощный ЭСЭХ, там было около 1000 человек. Все воодушевились и с вот этим сплочением увидали, что мы действительно одна большая, огромная команда. И на нашем канале YouTube вы можете наблюдать, так скажем, посмотреть ролик, как это все прошло. Замечательно на самом деле. Но в заключение нашего разговора я бы хотел все-таки пожелать именно, да, в первую очередь родителям терпения. Родителям терпения в плане того, что у нас система, она несовершенна. Нет несовершенной системы во всем мире. Совершенно Товарищ верно. Джонсон, Борис, подал в отставку после того, как порядка 30 министров уволили. Школа всю жизнь будет стоять и стоит на перекрестке открытых вопросов. Всегда. В любой стране мира. Ну а то, что в свое время Платон искал самое лучшее под дерево для своих учеников и свою поляну, это остается открытый еще вопрос античности. Конечно, материальные условия – это равно качество образования. Я к тому, что вот все-таки вот этот крайний шаг родителей, открытое письмо, вот это было, которое было опубликовано, это все-таки люди устали бороться с системой, бороться с действующим, скажем так, не до конца логичным законодательством. В этом загвоздка причин. Еще раз, я бы очень хотел, чтобы Александр Владимирович перестал быть администратором, ну, скажем так, в расширенном составе. Он же должен руководить, скажем так, зданием, всеми теми экономическими вопросами, которые сопровождают любой процесс. Да? Больше был педагогом. Но не занимался бы вопросами прописки там, и так далее, кто откуда приезжает и тому подобными вещами. Еще раз, это все-таки больше удел муниципалитета. Это обязанности муниципалитета. А мы, как горожане, обязаны, имеем право
спрашивать с муниципалитета те или иные решения по наболевшим вопросам. И очень отрадно, что Наталья Викторовна возглавляет вот этот процесс, который упорядочивает, систематизирует обращение горожан, которые составляют 203, не только 203, весь город составляют в адрес муниципалитета. Спасибо вам, кстати, за это очень большое. Ну и что остается пожелать? Успехов в наступающем учебном году, чтобы лето наше не ознаменовалось какими-либо угодно происшествиями. То есть, еще раз, попасть в сводки печальные, тем более новостей, это как два пальца. Поэтому давайте приветствовать все те начинания властей, педагогов, родительского актива, общественности, старостата того же самого, которые призваны привнести больше порядка в нашу обыденную жизнь. И давайте просто вот так вот сложим ручки и попросим еще одну школу, просто образовательную школу, не гимназию, не какую-нибудь элитную там и так далее, для жителей 202 и 203 микрорайонов, которые на самом деле просто... Это микрорайон плотной застройки, который, кстати, он еще не стоит на балансе же, да? Еще нет. Как бы это ни звучало, там люди живут, то есть прописаны и так далее, но как микрорайон, как полностью состоявшееся муниципальное явление, 203 еще до конца не созрел. Увидимся ровно через неделю. С вами был Дмитрий Аргунов. Я очень благодарю наших сегодняшних гостей, руководителей ЦГО, Центра глобального образования Александра Владимировича Чудиновских и представителя родительского комитета того же общеобразовательного учреждения, и плюсом еще председателя Совета старост 203 микрорайона Наталью Викторовну Луковцеву. Да, я по аналогии с фамилией Александр Владимирович чуть было как бы это не оставил на месте. Все, это вот такие вот житейские вещи, которые мы вроде бы привыкли, там ссоримся, кричим, но мы налаживаем один общий процесс. Увидимся.